Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем серию интервью с успешными казахстанскими предпринимателями, которые смогли перевести свой бизнес из офлайна в онлайн, то есть в интернет, и таким образом адаптироваться к работе в условиях карантина. И сегодня у нас в гостях Сима Розикова, основатель проекта сети магазинов у дома «Салем Сосед». Меня зовут Сима, я вместе со своей сестрой Нафисной основала проект «Салем Сосед». «Салем Сосед» — это сеть магазинов у дома, где мы создаем такую подборку товаров, в которой собраны продукты, отобранные по составу. Мы действительно занимаемся тем, что отбираем, проверяем каждый продукт на его содержание и формируем из этого такую подборку, которая помещается в формат магазина у дома. И сейчас мы тот же ассортимент продаем онлайн. А как родилась идея этого бизнеса? Идея родилась ровно 2 года назад. Был период, когда я и моя сестра не занимались никакими проектами. Думали, что мы могли бы сделать вместе, при этом используя наш опыт. Нафиса работала раньше в Хорике, занималась кафе, ресторанами, кофейнями, а я работала в ритейле. Мы думали о том, как бы сделать так, чтобы, используя ее и мой опыт, сделать что-то полезное, что-то то, чего на рынке не хватает, и как-то вот путем обсуждений, семейных каких-то посиделок мы пришли к тому, что магазины у дома — это тот формат, который пока еще никого так особо не интересовал, тот формат, который еще никто не пытался переформатировать и переделать. Примерно 2 года назад мы как раз начали формировать команду, мы начали заниматься выстраиванием своей коммуникационной стратегии, брендинга, как мы будем разговаривать со своим покупателем. Название, например, родилось уже значительно позже, и первый свой магазин мы открыли в конце ноября 2018 года, то есть 1,5 года назад. И потом еще один открыли в июне, год назад, в 2019 году, и в январе этого года мы запустили онлайн-магазин. Говоря про интернет-магазин, я предлагаю начать про продвижение, потому что многие предприниматели, с которыми мы общались ранее, очень часто упоминали, насколько Инстаграм для них важен в продвижении, как он им помогает продавать. Давайте начнем, наверное, с Инстаграма. Насколько Инстаграм важен для вашего бизнеса? Инстаграм мы запустили еще до запуска «Салем Сосед», то есть для нас это то, где собирается наше сообщество, то, где они получают информацию, которую мы рассказываем, передаем. Это образовательная площадка, это развлекательная площадка для нас. И через, скажем так, развлечения и какие-то образовательные моменты мы параллельно рассказываем про ценности проекта, про наш товар, про что нового происходит, делимся новостями, которые происходят внутри компании, в команде, то есть, например, даже о том, как мы какие-то решения принимаем, большие, крупные, закрытие магазина, мы делимся со своими подписчиками об этом. Поэтому Инстаграм для нас больше как журнал, часть для нас это такая бренд-журналистика, где мы рассказываем про себя с разных углов, с разных сторон, о том, какой Салем Сосед, и у проекта в Инстаграм в целом сформирован свой характер. Мы разговариваем, например, со своими подписчиками на «ты», мы называем их соседями. И вот спустя год мы заметили, допустим, даже люди, когда к нам обращаются уже в личных сообщениях, они сами пишут «Салем Сосед», или «Салем Сосед», или «Соседи, подскажите». Поэтому для нас это больше про сообщество, про комьюнити, там, где они между собой общаются тоже. А как Инстаграм влияет на продажи? И можно ли сказать, что есть прямая зависимость между постом в Инстаграме и последующими продажами товара или того, что вы рекламировали? Правильная коммуникация в Инстаграме определенно влияет на продажи. Во-первых, что для нас, какие мы цели преследуем, это узнаваемость, чтобы ты мог зайти на страницу, бегло посмотреть, ознакомиться с контентом, описанием и понять все-таки, чем этот проект занимается. Второе — это своего рода канал продаж, но не напрямую. Мы рассказываем про новинки, у нас, например, есть рубрика «Что новенького за неделю». Мы показываем прям каждый продукт, рассказываем, почему именно этот продукт мы добавили к себе в ассортимент. Люди начинают задавать вопросы. Это, пожалуй, наверное, единственная рубрика, где мы рассказываем только про товар. Все остальное посвящено больше такому развлекательному контенту. Но определенно правильно написанный пост
правильно продуманный контент-план все же на продажи никак не косвенно, да, напрямую влияет. И очень часто бывает такое, что ты можешь рассказать про какой-то один продукт, и все-таки то, как ты про него рассказываешь, и кто про него рассказывает, потому что в Инстаграме наша команда ведет, иногда, допустим, я подключаюсь, иногда моя сестра Нафиса, и где-то мы от себя лично говорим, что я вам рекомендую вот это вот попробовать. И люди нам доверяют, и это наша, наверное, самое ценное, что вот мы за период работы над проектом заработали, это их доверие, поэтому определенно да. И бывает такое, что, допустим, если мы с каким-то блогером работаем для продвижения какого-то продукта, люди, увидев какой-то продукт у них на странице или у нас, будут приходить и в физический магазин, и онлайн. То есть мы можем это проследить. Онлайн, конечно, чем удобен? Тем, что ты можешь эту динамику проследить сразу, да, с помощью ссылок, с помощью просто определенных, там, не знаю, правильных инструментов использованных. Сима, давайте поговорим немножко про доставку. Доставка очень важна для любого магазина, который торгует продуктами. Здесь наверняка есть масса нюансов, каких-то особенностей. Расскажите, как это организовано в вашем магазине? Доставка у нас организована сторонними компаниями. Сейчас мы пользуемся Яндекс.Доставка. Да, пожалуй, это сейчас основной наш партнер. И также в арсенале есть просто курьерская служба, которая делает доставку небольших онлайн-магазинов по Алмате. И в самом начале мы начинали работать еще с Glovo. Но в общем и целом сейчас мы остановились больше на Яндекс.Доставке. Хочется, конечно, весь процесс полностью контролировать, да, то есть от момента от сбора до доставки, чтобы получить отзыв от клиента. И клиент не всегда делит, то есть они не всегда понимают, что, допустим, сбор, конечно, организуем мы, но доставку организует Яндекс. И очень часто мы за Яндекс, например, какие-то отзывы слушаем от клиентов, да, или, например, там люди просят: больше не отправляйте мне этого курьера никогда. Вот. Есть, наверное, это, пожалуй, единственный такой момент, который может каким-то образом там на вашем бизнесе сказаться. Но это процесс, который можно отработать, и я вижу, что наши ребята, которые доставку организуют, они с каждым водителем проговаривают, что очень важно доставить, улыбаясь, что очень важно доставить товар в целости и сохранности, что вы везете, например, мороженые продукты, и что нужно довести как можно скорее. Вот. Мы сейчас организовались так, что делаем доставку за час. То есть если раньше мы дробили доставку на несколько слотов, да, там, в период такого ужесточенного карантина мы возили, допустим, с 2 до 4, с 4 до 6, там, с 6 до 8. Сейчас мы урезали прям по часу, то есть, допустим, если вы заказываете в 12, вы уже в час получите свои продукты. Почему мы это сделали? Потому что все-таки мы замерили, что нашему клиенту, конкретно нашему клиенту, все-таки важна скорость. Да? Кроме того, что они хотят продукт получить свежим, вкусным, там, красивым, да, качественным, они хотят, чтобы этот продукт появился на столе в ближайшее время. Никто не хочет ждать свой продукт до конца дня, никто не хочет ждать тем более завтра там, или послезавтра. Это уже теряет смысл, и если ты не заказываешь, например, какие-нибудь там, не знаю, хозтовары. Вот, поэтому мы вот в тех масштабах, в которых мы есть, и мы все-таки там независимый проект, да, у нас нет никого, кто давил бы нас там, требовал бы от нас каких-то результатов, да, поэтому мы изначально и планировали, что на логистику, на собственную логистику, организацию мы деньги тратить не станем, не будем. Вот, поэтому Яндекс.Доставка — это классный такой способ организовать логистику внутри своей компании. Я предлагаю теперь поговорить немножко про те способы оплаты, которые доступны вашим клиентам в магазине. И забегая наперед, я помню, что вы поступили достаточно радикально в том, какие способы доступны в вашем магазине в данный момент. Но расскажите, как вы пришли к этому, как вы выбирали способы оплаты, почему те или иные способы оказались, допустим, не самыми эффективными для вас? Изначально, когда мы онлайн-магазин запустили, мы шли по пути того, что надо принимать тот способ оплаты, который как хочет оплатить наш клиент. Поэтому у нас была оплата картой на сайте, оплата картой через терминал при получении и оплата наличными.
Но в какой-то период мы пришли к выводу, что, во-первых, ужесточение карантина, да, то есть мы, кроме того, что мы там упаковываем товар, да, это все требует определенных мер предосторожности. Плюс, когда ты принимаешь доставку, это тоже определенный контакт, да, с курьером, например. И если ты предлагаешь еще и оплату наличными, да, или оплату карточкой, это еще дополнительное время. Плюс тактильный контакт. Мы решили, что мы сравнили, просто посмотрели, сколько процентов у нас проходит через наличные платежи. На тот период это было 15% от всех транзакций. Ну и мы приняли решение, что в принципе 15% это хороший показатель того, что все-таки очень, целых 85% делают покупки, совершают покупки с помощью карт. И этим 15% мы сможем объяснить, как пользоваться эквайрингом на сайте. Вот, и мы, в принципе, убрали где-то уже пару месяцев мы не принимаем оплату наличными, мы не принимаем оплату терминалом при получении. Вы можете оплатить нам только карточкой на сайте. И мы видим в этом больше плюс для себя, потому что мы все-таки изначально планировались, что мы прозрачно ведем бизнес, да, во всех смыслах, да, тут в том числе и там наше финансовое здоровье, да, так скажем, финансовое поведение. Поэтому если мы можем прийти к тому, что мы бы были 100% кэшлесс бизнес, то, в принципе, это то, к чему мы стремимся, даже если бы у нас снова был офлайн-магазин. Сима, у вас накоплен уже достаточно большой опыт работы в онлайне. И я уверен, что несколько ваших советов могут помочь предпринимателям, которые делают первые шаги как в бизнесе, так и в онлайне. На что стоит обратить внимание начинающим предпринимателям? Первое, все-таки, наверное, если говорить с перспективы Салем-сосед, то подумайте о том, кто ваш клиент, и дайте этому клиенту больше места в вашем бизнесе, да, чтобы он понимал, что он может принимать решения вместе с вами, слушать, что его обратную связь слышат, что к его мнению прислушиваются. Это то, что чаще всего игнорируют, и потом получается, что из соцсетей выходит такая большая витрина с продуктами. Люди все-таки хотят видеть внутреннюю историю бизнеса, да, как он устроился, как он появился. И, наверное, здесь не стоит бояться быть где-то уязвленным. Люди любят истории, и добрые истории, а люди, допустим, истории людей, которые трудятся и хотят сделать какой-то классный проект, они импонируют больше. Поэтому, наверное, быть более открытым и своего клиента слушать. Второе – это то, что запускать онлайн надо, и вот эти вот продажи из Инстаграма и WhatsApp надо все-таки переводить в такой более серьезный формат, и это не так дорого, как кажется, с учетом того, что сегодняшний рынок предлагает, да, кучу различных готовых движков и платформ, где вы можете зарегистрироваться и буквально там за пару дней запустить сайт. Может быть, не такой красивый, не такой симпатичный, как вы там себе в голове представляете, но тем не менее это та платформа, которая начнет вам генерить продажи. Третье – это нужно заложить время на то, что, во-первых, выходя в онлайн, вы все-таки выходите в какой-то такой более прозрачный вид деятельности, да, нужно будет элементарно открыть, ТО, ИП, и нужно заложить время на то, что вам придется подписать договор с компанией, которая предоставит эквайринг, да, на это уходит порядка от 3 до 5 недель, да, они будут проводить свою проверку. Этот способ оплаты в любом случае вам понадобится, его ни в коем случае нельзя игнорировать. Пожалуй, надо заранее подумать о том, каким образом вы будете доставку организовывать. Доставку можно организовать, не покупая десятки машин в свое предприятие, да, с сторонними силами. Люди также, в принципе, пользуются даже у нас способами самовывоза. Если клиенту правильно объяснить, да, почему именно, допустим, этой доставкой вы пользуетесь, люди будут охотно вас поддерживать. И еще один момент – это про упаковку, да, то есть если сейчас говорить о том, что вся общая проблема с отходами в Казахстане, она пока не так широко обсуждается и пока что не так широко распространена, все-таки стоит об этом задуматься заранее, да, что каким образом вы будете это все упаковывать, какой след
след, какие отходы вы формируете даже, там, не только там, у себя в офисе, да, допустим, на предприятии, а там, то, что вы отправляете своим клиентам, даже если это одежда или продукты питания, неважно, это огромное количество упаковки, об этом нужно будет позаботиться заранее, чтобы все-таки упаковка была максимально или перерабатываемая, или биоразлагаемая. Ведение бизнеса в интернете, безусловно, требует постоянно новых знаний. Расскажите, как вы подходите к этому вопросу, как вы самообучаетесь и как предпринимателям быть все время в тренде, как следить за конкурентами, как получать новые знания, как не отстать, скажем так, от рынка и от трендов? Ну, мне кажется, сейчас столько всего онлайн, наверное, все доступно, информация уже ничего не стоит, и ее просто надо собирать. Мне кажется, если что-то стоящее делаешь, наверное, не стоит стесняться постучаться к кому-нибудь, кого бы ты хотел выбрать своим ментором, может быть, да, или кого бы ты хотел спросить совет, рассказать там свою бизнес-идею и услышать мнение. Наверное, вот что-то подобное стоит попробовать. А так, в целом, видно, что очень много информации в Инстаграм, каждый третий эксперт. У разных экспертов можно, в принципе, полезную информацию. Да? Разного уровня экспертов дают разного уровня информацию, но она вся интересная и полезная, и что-то можно для себя применить. Поэтому, я бы, скорее сказала так. Если вы что-то планируете, допустим, вот у нас тоже есть какие-то проекты, на которые мы равняемся. Да? Мы смотрим, кто этот основатель, чем он занимается, почему он такие ценности продвигает, какие книги он читает, да, там кучу людей составляют 10 книг Билла Гейтса прочитать за лето. Ну вот все это, оно эффективно работает. А так, если, допустим, надо подумать, на каких рынках есть бизнес там, какой-то аналогичный, посмотреть на команду, посмотреть на основателя, попытаться подумать, почему они такое решение приняли, посмотреть, откуда все-таки они информацию черпают. И сейчас, в принципе, распространено же, что большое количество таких успешных предпринимателей, не все они выпускники каких-то супервузов, суперуниверситетов. Скорее всего, они могут там какой-то информацией тоже поделиться, и это, скорее всего, доступно в интернете тоже. А так, пожалуйста, всякие Skillshare, Coursera, вот так вот информации, да, просто надо ее, даже искать не надо зарегистрироваться. Сима, спасибо большое. Наше интервью уже подходит к завершению. И напоследок, скажите, как сделать первый шаг в онлайне? Как не бояться? От себя мы хотим пожелать, что Казахстану нужны новые предприниматели, которые готовы запускать свой бизнес онлайн. Онлайн не такой страшный, не такой дорогой, как кажется. Если у вас появятся какие-то вопросы, и мы сможем на них ответить, мы будем рады вас поддержать. Вы можете написать нам на heysalimsosed.com и увидимся онлайн. Друзья, спасибо, что смотрите нас. Я приглашаю вас к просмотру наших других видеоуроков, которые помогут вам в бизнесе и в онлайне.